У сторон есть вопросы? Представителя адвокатуры? Нет? Коллеги, есть вопросы? Пожалуйста, Чинар Асканбек. У меня вопрос вам, как представителю адвокатуры. Были ли случаи привлечения к ответственности адвокатов за нарушение вот этих правил? В данном случае, может быть, это относится к правилам профессиональной этики, да? За то, что он каким-то образом неправильно, может быть, распорядился этими средствами. Чинар Асканбек, хорошо, я вас понял. Я в адвокатуре Кыргызской Республики новый человек, всего 2 месяца, но из тех документов, с которыми я ознакомливался, я не столкнулся ни с одним материалом, который бы говорил о том, что адвокат в силу своей профессиональной деятельности стал источником разглашения служебной, профессиональной или государственной тайны. Я с такими материалами по сей день не сталкивался. Спасибо большое. Пожалуйста, Мухаммед Шахманович. Вы согласны с тем, что в принципе адвокату тоже допуск нужен к госсекретам? Да, я согласен, что в принципе адвокату нужен доступ. И вот вы считаете как, если этот допуск нужен, то по вашему мнению как, должен быть какой-то особый порядок, либо какие-то особые условия допуска к госсекретам, чем, скажем, предусмотрен в статье 15 закона? Я, к сожалению, не могу сказать о том, какие условия должны быть соблюдены, но я считаю, что в любом случае, раз человек получает допуск к государственным секретам, это ведь очень важная часть государственной жизни, государственной деятельности, где отражены основные моменты безопасности экономической, политической, он должен какие-то, возможно, процедуры пройти. Он должен быть ознакомлен с тем, что он не имеет права разглашать, что есть определенный порядок хранения этих документов. Он должен понимать, где он может применять это, где он не может. Может быть, ему нужно будет отдельно разъяснить, что такое закрытый процесс, открытый процесс, чтобы он, может быть, глубже изучил момент непосредственно ознакомления, вопрос того, как он может ознакомиться, имеет ли он право делать выписки, или он должен непосредственно в процессе судебного заседания ознакомливаться, как будет отрабатываться этот вопрос. Возможно, когда он в качестве адвоката будет ознакомливаться с материалами дела, ему нужно выделить дополнительное время. Может быть, он должен прийти в суд и отложить другие судебные процессы, где к нему проявят понимание, что он на данный момент работает государственными секретами. Он должен сесть и в течение целого рабочего дня, прям как работу с утра сесть и ознакомиться. Но вопрос в другом. Может ли такой объем информации запомнить человеческий мозг? И дальше встает вопрос, как он должен это отражать? Делать отдельные выписки. Журнал это специальный учет. Вы ушли совершенно в другую сторону. Нет, сейчас ставился вопрос относительно того, должен ли оформляться допуск адвокатам. Если должен, то этот порядок каким должен быть? Вы совершенно в пространные какие-то рассуждения ушли. Вы конкретно скажите. Я говорю, что допуск, конечно, быть должен оформлен. В том плане, что... В каком порядке? Ну, наверное, в упрощенном. Тот действующий порядок, который есть... Нет, скорее всего, наверное, в упрощенном, потому что будет происходить задержка времени. Мне так кажется. Есть еще вопросы, коллеги? Нет? Присаживайтесь.